Так. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Добрый вечер. Сегодня 6 апреля 2020 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. Так, теперь давайте по традиции узнаем, какой у нас звук. Алейкум ассалам, говорит Адам Грузинский, на месте. Дик хезбу, Асланс, умаю. Так, ва алейкум ассалам, Аслан. Так, Аслан Керимов, алейкум, Михаил Барсук, всем добрый вечер. Запасаемся попкорном и ждем, говорит Михаил. Приветствую, Михаил, рад вам всем. Так, Юрий Погорелов, алейкум салам. Чикаема, привет, народ. Джорджия, Армения. Так, приветствую, Джорджия, Армения. Адам Шанхо, ассаламу алейкум, алейкум салам. Он социалист, ассаламу алейкум, хауме телефон чаусра, алейкум салам. Он социалист, машовый. Машовый. Звук четкий вообще. Все супер. Наконец-то у меня со звуком проблем нет. Так, Эд Мамедов, приветствую, салам, Эд, как дела? Отлично, все, как сам? Все, Эд, я тебе напишу после эфира. Так, Джахар Дудаев на месте, несущий мир Аслам Ашволь, Машал Хейль, Джахар Дудаев, приветствую всех, Адам Грузинский, алейкум салам, Ичкери, ассаламу алейкум, Хамзат Гилаев, ассаламу алейкум, Ясир Чеченец, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Масарна, Белрейс Хуршин, Шумаш Дуоль, как ванный звук, да? Как ванный звук. Ну вот у меня... Давайте атак, если. Сейчас как звук скажите. Так, Гутен Абен, Аслан Алис Гуд, Гутен Абен. Да, все нормально, мистер Гутен. Аслан, салам алейкум, алейкум салам. Привет из Украины, Игорь Кирилюк, привет. Неизменно так же, да, как в ванной. Но я не в ванной. Нормально, говорит, нормально. Ну, нормально, это плохо, может? Ну, не знаю. Мистер Михайло, Борисполь, витаю вас. Борисполь, приветствую, мистер Михайло. Так, в комнате звук такой. Ага, наверное. Звук без изменений, звук хороший, говорит Михаил Барсук. Мусим носчу. Ассаламу алейкум, ассалам буарз. Ва алейкум салам, мусим носчу. Машот. Так, КЗ, Казахстан, видимо. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Короче говоря, плохо слышно, говорит. Всем, ну, Торрент Стар, говорит, плохо слышно. Ну, посмотрим. Ну, другого нет, будем терпеть, короче говоря. Привет, Аслан, Рашка на грани развала, как ты думаешь, говорит Тор? Да, абсолютно. Не то, что на грани развала, да, это было бы немного преувеличением сказать, что она на грани развала. Но на грани голодного бунта она есть. Нам, вот мне как чеченцу, как гражданину Чеченской Республики Ичкерия, абсолютно, что там выйдет там, Дальний Восток из России, там, или Бурятия или Калмыкия выйдет из России. Если честно, мне как-то все равно. Я исхожу из того, насколько это будет выгодно чеченскому народу, чеченскому государству. Если они захотят уйти, ну это пускай, пожалуйста. Но если нет, на нет и нет. А то, что Чечня выйдет, в этом нет у меня ни малейшего Чечения выйдет, нет ни малейшего сомнения. Постпутинская Россия, где не будет оккупированной в составе вот этой тюрьмы народов моей страны. Вот изначально с чего скажу. Конечно, я хочу, чтобы весь Кавказ отделился, потому что без этого смотреть, как мои братья кавказцы будут находиться в тюрьме народов, а мы будем жить свободно, конечно, это тоже неправильно.
Ну, это должны решать братья кавказцы. Так, пойдемте дальше. Потихонечку придем к нашей теме. Так, Юрий Погорелов, отличный звук, громкий. Ваше эхо 1,5%. Ну, надо коврами завесить, видимо, здесь все. По старой советской традиции. Шарами Азию, ассаламу алейкум, Аслан, эхо убери. Повторяется, да, эхо есть? Ну, вроде не повторяется. Не повторяется. Ну, это отсюда передается, все нормально. Так, вечер добрый. Россия умрет от голода, говорит Юрий Погорелов. Так, Аслан Умар, ассаламу алейкум, братка, дикго дикхез. Все отлично, поехали дальше. Эксперты сказали, все нормально. Чечня и так вышла по сути вышла из СССР. Да, конечно, она вышла из СССР и никогда не была в России. В России она насильно включена. Так, давайте дальше. Так, Асан, кто у тебя на футболке? На футболке у меня крестный отец. Так, дальше. Атеист. Аслан, здравствуй. Вот такой вопрос. Зачем ты говоришь на русском языке? Ведь русские такие плохие, нехорошие, это их язык плохой. А вы, чеченцы, самые лучшие. Тебе не противно говорить на русском языке? Ой, атеист. Вот не поверишь, абсолютно не противно мне говорить на русском языке, абсолютно без проблем говорю. Вообще по этому поводу не заморачиваюсь. Но русский язык, наверное, надо писать с маленькой буквы. Раз ты так ратуешь за русский язык. Во-первых. Во-вторых, я это говорю не только для чеченцев, а говорю для украинцев, для других людей, которые по всему миру меня смотрят и не знают чеченского языка. Также я это говорю для русских, ты не поверишь, чтобы донести пробить ту ложь, ту пропаганду, которую на протяжении десятилетий ваша грязная, подлая, варварская страна облекала нас этой ложью и пропагандой. Вот я пытаюсь ее пробить, донести правду, потому что, исходя из того, что ваша страна, ваша поганая, еще раз, варварская страна сделала с нашим народом, и в каком состоянии сейчас находится мой народ, это прямое следствие той пропаганды, которую ведет ваша страна. Поэтому я пытаюсь пробить эту пропаганду, и в том числе для русских, которое огромное количество пребывает в таком же неведении, пытаюсь донести правду. Да, я это иногда говорю не очень корректно, может быть. Да, иногда я это говорю, может быть, болезненно для русского слуха. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Я считаю, как человек, который знает русскую культуру, не хуже, чем сами русские знают свою культуру, свой быт, я имею право им сказать в лицо, что я о них думаю. И это нисколько, даже забегая вперед, хочется, я и говорил и раньше, нисколько не должно задевать русских, которые реально понимают положение вещей. К ним это не относится. Также это не относится к нашим русским гражданам Чеченской Республики Ичкерия, которые относятся. Это в первую очередь относится к русским имперцам. Это в единственную очередь, в единственной степени относится только к русским имперцам, к русским фашистам, которых огромное количество. Ваша культура, ваш быт уже сложен так, что вы из крепостного рабства превратились в великодержавных фашистов, имперцев. И вы считаете, что по-другому нельзя. Вы считаете, почему же братская Украина не должна жить с нами? И они обязательно должны говорить на русском языке, у них обязательно должен русский царь, у них должен быть русский паспорт и так далее, и так далее. Но вы никогда не говорите, давайте мы будем говорить на украинском языке. Понимаете?
Ни у кого не возникает вопрос, приехав в Россию, не говорить на русском. Потому что это Россия, это русская страна. Ну, она не русская, она фашистская и чекистская страна. Поэтому я пытаюсь донести. У меня очень много хороших друзей русских. И мне иногда перед ними бывает стыдно. Но я говорю правду. И я им в лицо это говорил. И скажу им еще раз, если увижу это в лицо. Но это нисколько не значит, что именно о них я так говорю. Потому что эти люди, с кем я дружил, они были уже не тех взглядов, не имперских и не фашистских взглядов. Поэтому я с ними и дружил на протяжении годов и дружу до сих пор. Поэтому нисколечко мне не противно говорить на русском языке. Наоборот, нормально, мне нравится. Так, давайте дальше. Эхо говорит. Готман, салам алейкум, Масерга, приветствую свободолюбивых людей. Так, эхо. Алейкум салам, Маждада. Приветствую тоже всех свободолюбивых. Говорит чеченский. Ассаламу алейкум, ассамаш войло, Аллаху акту бойл, Аллах рейс хримон, Аллах духва войло, тумостан хюттарем, ва алейкум ассалам, рейс хримаш войло. Масуа, ой. Нам надо просто пережить. Господа, запасайтесь попкорном, нас ждут очень интересные времена. Все будет максимально интересно. Сейчас попробуем с наушниками как. Может так будет получше. Так, пойдемте дальше. Чечня не Россия. О, Чечня, Машволь не Россия. Франция, вирус, лагерь, карантин, отменить, ликовать лишь. Отлично. Сегодня, говорит, карантин отменили во Франции. Я, правда, не слышал эту новость, но вот Чечня не Россия уже услышал. Все ликуют. Отлично. Так, Iron Man. Да, эхо есть, говорит Джахарда, да. Так, Iron Man. Салам Машал Асан Черкесов. На этот раз Кавказ не будет спать. Иншаллах, Iron Man. Салам Машал, приветствую тебя. Приветствую братьев Черкесов. Эхо появилось минуты 4 назад. Так. Давайте я это перемотаю. Анастасия Григоренко. Асан, що вони знають про народи, які вони знішують. Да? Так, Алхотка-то, Асан, я просил, чтобы Макс Фейгин пригласил тебя на эфир. Ответа не дал. Наверное, боится. Да. Им такая полуправда устраивает. Знаете, вот эти борцы с путинским режимом, они борются с режимом. Они очень боятся, что развалится Россия. Им не дай бог Россия развалится. Они Путину укор ставят. Да это же Россия же развалится. Тюрьма народа, страна, которая убила 300 тысяч чеченцев, жителей Чеченской Республики Ичкерия, граждан Чеченской Республики Ичкерия, убила тысячи грузин, 10, 13, 14 тысяч до сих пор убивает в Украине, в Сирии десятки тысяч людей убили. И они боятся, что она развалится. Это неизлечимые люди. Если с ними начать на эту тему говорить, они сливаются сразу. Нет, что, так нельзя. Если вы хотите проверить, насколько русский демократ, насколько он не имперец, вам достаточно просто узнать, что делать с Чечней. И все, или с Крымом. Опять тоже показатель очень хороший. И все будет станет на свои места. Так. Он СТЛС напоминает, добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити, пусть люди узнают правду. Не забывайте, дамы и господа, о своей конфиденциальности.
Так, Юрий Погорелов. Да, на Кубани 11 тонн огурцов выкатами на свалку. Это Россия, тетка. А не пойму, что с моим народом когда-то бывшим воинственным сидит, тырится по норам. Да, есть такое. Ну, видишь, Юрий, ситуация в чем, видите, в чем ситуация? В том, что русские очень разобщены. Сказать, что русские трусливые, ну, не совсем правда была. Да? Большая часть, конечно, трусливых. Но есть стенки разины, у всех были и будут. И, ну, разобщены. Просто гибня работает. На много над этим. Поколениями над русскими работали, и поэтому, ну, есть оправдание для русских. И для казаков есть, и для других есть. Но это не освобождает, это исключающее обстоятельство, но полностью не оправдывающее. Так, атеист говорит опять. Я сам русский, я сам бы хотел, чтобы ваш Кавказ отделился. Мне тоже неприятно с вами жить бок о бок. Понимаю вашу боль вашего народа. Я не фашист. Ну вот смотри, атеист, вот только что ты мне, жертве русского фашизма, заявляешь, что тебе неприятно со мной жить. Что лично тебе чеченцы сделали, скажи мне? Что тебе сделали дагестанцы? Что тебе сделали ингуши, кабардинцы, карачаевцы, черкесы, кто кавказцы, из которых вы сделали пугало только лишь из-за того, что мы придерживаемся своих принципов, этики, морали, которую русские по факту уже потеряли. И вот эта борьба культур, так называемая наше противостояние в Москве, например, скажу, борьба культур, не совсем борьба разных культур, это борьба культуры с бескультурием. И с вашей стороны, с русской стороны, ее нет фактически никакой, этой культуры. И вот вы против нашей культуры. Сейчас ты так по-доброму говоришь, а еще знаешь, как мне русские говорили? Ну, давайте, говорит, отделяйте Кавказ, и всех кавказцев с Москвы выселяйте. Ну, я-то с удовольствием уехал бы, вообще без проблем. А другим чеченцам, которые там живут уже там, 50 лет, им тоже уехать только из-за того, что они чеченцы. Это же фашизм. Чистой воды фашизм. Мы, например, своих граждан русских никогда не будем призывать, чтобы их гнали обратно. Ну, а у вас это считается в порядке вещей. Это вы нам делаете одолжение за то, что вы отделяете. Вы нам, дорогой или недорогой, будете еще платить компенсации за то, что много людей убили, разрушили всю инфраструктуру. Вы отбросили нас в средневековье. Вы нам посадили человека во главу гауляйтера вашего, как когда-то Гитлер сажал своих управляющих на оккупированных территориях. Вы нам посадили человека с 3 классами образования, полностью, который полег полностью и принял ваше бескультурие, ГБшное бескультурие, беспринципность, лживость. Вот ваша, то великое просвещение, которое вы нам дали. У нас был Джакар Дудаев, просто высочайший интеллектуал, большая личность, светлый, гуманный, абсолютно с принципами такой человек. И вы нам выбрали, я даже не знаю, я не думал, клянусь вам, я родителям клянусь, я не думал, что у нас есть такое быдло. Я думал, это только чисто у русских такое есть быдло. Видимо, потому что я не жил, может, дома среди чеченцев, видимо, еще с чем-то это связано. Я думал, это чисто вот такое быдло может быть только у русских. Я удивлен, что Путин и ваша гибня смогли найти такого человека и поставить нам во главе нашего государства. Видимо, это выбивало из меня таким способом, жизнь учила меня не быть националистом. И я уверяю тебя, в какой-то степени, даже большую жирную точку в национализме в моем поставил Путин и ваша эта фашистская идеология. Теперь я уже не националист. Хотя, конечно же, я люблю свою страну, люблю свой народ и всех граждан своей страны, в том числе и русских, которые живут в моей стране, будут жить в моей стране. Да,
Так что вот такие вот дела. Так, ставьте лайки, господа и дамы, говорит Ичкерия Лайф. Так, Фриман, антипутинизм. В России провели более 105 тысяч тестов на коронавирус, и все они показали, что народ поддерживает обнуление срока Владимира Путина. Да. Good video, goods. Привет. Пора приз на самый красивый памятник коронавирусу разыгрывать. Скоро он аннулирует Вовку. Привет, good video. Так. Алхот КТ. Асан, я просил, чтобы Макфейген. Так, это уже было. Так. Анастасия Григоренко. Асан, что вони знают про народы, як вони. Так, это я уже читал. Фриман, ты меня без ножа застрелил. Фриман, антипутинизм. Когда на Западе говорили, что власть Путина держится на чудовищных бабках, и я представить себе не мог лицо Терешкова. Ой, Терешкова, конечно, молодец. Ну такая гибридная. Может, она в космосе и не была на самом деле. Да, с учетом вот этой лжи, я абсолютно допускаю, ни Гагарин, никто не был там в космосе. Ну, Терешкова точно не была. Я представляю, сколько погибло этих космонавтов, которых они запускали. Неудачные запуски были. Так, давайте дальше посмотрим. Все будет Ичкерия, говорит Хамзан Гилаев. Да, Алмула. Так, он социалист дает совет атеисту. Выйди на Красную площадь и попроси у своей преступной власти дать отделиться Кавказу от Руси. Так, еще можно вопрос, говорит атеист? Да задавай, не спрашивай, задавай смело, что тут. Так, Фриман, антипутинизм. Вообще-то мы хотели удвоения ВВП, а не его обнуления. Обнуляться будет очень страшно. Я вам сейчас расскажу очень интересную, очень хорошую новость. Это суперская новость. На фоне вот этой плохой новости с коронавирусом она очень хорошо смотрится. Так, Муслим ночи что? Асан смотрел сегодня Гордона. Конец Путина начался, крах империи русизма, последний сезон. Нет, я не смотрел Гордона, но я об этом уже год говорю, что конец Путина начался. А вот в последнее время мы уже осязаемо это начали видеть. Так, ну ты смотрел Сотника. Там речь шла о том, что Путин уже послал всех глав регионов и сказал, выкручивайтесь как хотите. Тор, да, я смотрел Сотника, буквально сегодня я смотрел его. Да, совершенно верно. И именно поэтому главы региона двое уже уволились. Смотрите, ситуация какая. Сейчас я вам, давайте тогда оставим пока ваши комментарии. И зачитаю одну очень хорошую новость. Лента.ру — это русская газета, она врать не будет, да, по крайней мере, по таким способам. Так, этот, сейчас потерял я ее, ладно, сейчас найду, прочитаем. Так, ситуация следующая. Путин просит снять с себя санкции. Просит снять санкции и просит всячески поддержать. Но дело обстоит не так, как хотелось бы. Санкции с них снимать не будут. Поэтому тогда Путин что делает? Ему нужно, чтобы цена на нефть сохранилась. И он начинает умолять этих саудитов снять, начать договариваться, не клеиться с ними, договариваться, хотя он готов идти на все уступки. Но саудиты говорят, нет, извините, господа, и начинают с ним заигрывать, потому что он постоянно врет. И как выяснилось, оказывается, помните, был такой журналист Хашоги. И вот этот Хашоги зашел в посольство Саудовской Аравии в Турции и был убит охранниками вот этого принца, коронапринца, который сейчас Путина мочит. И огласки вот это все дело, да, вот это распространение
этой информацией, вот этого страшного преступления, которое совершила охрана саудовского коронапринца, да? Ничего такой, да, исламский, мусульманский коронапринц, который мочит своих критиков, ну чисто по-русски, коронапринц, два сапога пара получается. Так вот, этот коронапринц узнал, что, оказывается, Россия и российские спецслужбы были причастны к тому, что эта информация стала достоянием общественности и правоохранительных органов. И из-за этого возник вот такой вопрос, что они уже очень сильно обиделись. Короче, вот, как рассказывает Валерий Соловей, что они очень сильно на это обиделись, на Путина. Вот такая вот ситуация. И цены на нефть упали там до 13, до 14, они сейчас падают, поднимаются, вот сейчас она отскакивает, нефть. Ну, это вообще ни о чем. Себестоимость добычи нефти стоит там 25-30 долларов стоит. На сегодняшний день она стоит там меньше 14-13 долларов, это нефть. Именно Urals, так называемая Urals, это грязная нефть, это название, есть бренд, а есть Urals, основные две вот эти нефти, которые не очень хорошего качества. И добывать ее очень тяжело. А у Саудовской Аравии нефть получше, и она добывается проще, да, в связи там, с климатическими условиями, там, в связи с рельефной местностью, с особенностями рельефной местности, ну и так далее. Я не знаю всех там подробностей, но цена отличается по себестоимости, по добыче. Добыча, транспортировка и так далее. И вот сейчас вообще полный провал идет ситуация. И мы вернулись на ситуацию 99 года. Тогда Россия, начиная войну против нас, просила гуманитарной помощи. Сейчас цены опустились на тот уровень, который были в 99 году. Но с учетом инфляции это еще ниже получается. На порядок, может быть. Поэтому Россия будет просить помощи, и ситуация очень плачевная у России. Ситуация такая. Сейчас коронавирус, и у Путина есть казна. Вот его есть вот эти деньги. Стабилизационный фонд, так называемый. Где он напасся денег вот на такие тяжелые времена, когда настанут. И вот что делает Путин. Когда начинается эта ситуация, а как бюджет в России, как состоит бюджет России? Почему Москва кормит? Да, вот там Навальный, фашист Навальный, там не хотел кормить Кавказ. Почему Москва кормит Кавказ? Потому что все недра собираются со всей России, весь бюджет собирается, все компании, крупные компании находятся в Москве и платят налоги в бюджет Москвы. Все деньги собираются в Москве. И вот в бюджет Российской Федерации. И потом уже этот бюджет, уже Москва распределяет, кому что дать. Это чисто имперский, это никакой не федерализм, никаких равных прав нет ни у кого. Есть метрополия, главная страна, главный центр, который собирает все средства и распространяет, уже распределяет уже по регионам. И губернаторы, которые непосредственно подчиняются там Путину, они приходят там, они все почти там менты, ну, военные, эти, при погонах, там, КГБшники, ФСОшники, менты, военные там, и так далее. Например, за убийство, за геноцид Чеченской Республики Путин давал губернаторские посты разным вот этим мерзавцам и преступникам. Например, как Шаманову, ну и другим тоже. Так вот, они приходят, просят деньги, Москва выделяет им деньги, и они там уже воруют, там что-то народу дадут, там пенсии там дадут и так далее и тому подобное. Так вот, ситуация следующая. Путин сказал, что он давать ничего не будет. А если нет поступления из нефти, то нужно раскрывать вот эту казну, вот этот стабилизационный фонд, фонд национального благосостояния, что ли, как-то он называется. Там где-то Илларионов говорил, около 500 миллиардов, что ли, там денег есть.
долларов, 500 миллиардов долларов, по-моему, там, неизвестно, короче, точно, но, по-моему, так он говорил. И этих денег на 2 года. По факту, он говорит, если вообще никакого дохода не будет, нефть там будет на такой цене, на 2 года хватит этого региона. И что делает Путин? Он говорит, я вам ничего давать не буду. И тогда губернаторы начинают сниматься с постов. Потому что они знают, что если сейчас еще месяц, 2-3, просто 2-3 месяца не платите пенсии бабушкам и дедушкам, все, эти люди начнут умирать с голоду. У них нет другого источника дохода. И они там крутиться, там, как менты местные, не могут, там, где там у кого урвать. Они начинают голодать, они начинают умирать. Это все усугубляется вот этим коронавирусом, который очень серьезно будет влиять на ситуацию. И губернаторы начинают сниматься. Они знают, что через 2-3 месяца, через полгода, через 2-3 месяца, полгода, если эта ситуация будет так продолжаться, с них будут спрашивать. И эти губернаторы снимаются с постов. Для того, чтобы попасть на этот пост, там, ну, вы знаете, занять какую должность начальника отдела полиции где-нибудь там в России, там, стоит там сотни тысяч долларов, или может быть даже миллион, или, там, ну и так далее. Да? Но все есть ведь фиксированная сумма за любой пост, все продается, все покупается в России. И вот, если вот такая ситуация будет, и человек, если губернаторы самоотстраняются, то это уже говорит о многом. Вот какая будет ситуация. Будет голод. Абсолютно без сомнения будет вот для этой части населения, для самой слабой, незащищенной части населения, которая еще будет умирать от этого коронавируса, еще старые они больше всего, пожилые люди больше всего будут страдать от этого. Мы возвращаемся вот к такой ситуации, что другого выбора нет у Путина, кроме начать теракты. И надо заметить, начались теракты. В Подмосковье был один дом взорван, потом задержали какого-то еще одного игишевца, игиловца какого-то задержали, там еще один теракт. И вот сейчас начнется, ФСБ начнет отвлекать внимание. Путин, как обычно, спрятался от коронавируса и сказал, делайте, что хотите. А этот бюджет, вот этот фонд национального благосостояния, он его пока будет держать при себе, потому что он ему нужен, ну, у кого деньги, как говорится, тот и кто платит, тот и танцует, как говорит девушка, как говорится. Поэтому вот так вот. Послал региону и сказал выкручиваться, как хотите. Будут выкручиваться. Вот. Так, Ламберг унесут атеист куда-то. Так, Фриман антипутинист. Наиболее патриотично настроенные россияне предложили также обнулить счета в банках и недвижимость для членов Государственной Думы и правительства. А еще, знаете, что сидящие зоны с Магадана тоже попросили обнулить их сроки. Тоже читал, такая была байка. Так. Фриман антипутинизм. 4 апреля в России будут писать тотальный диктант, а 22 апреля тоталитарный. Так, Адам Грузинский. Эхо, эхо, эхо. Ну что, плохо, раз эхо? Не знаю, я только увидел сейчас. Анзоринов, почему не уважаешь? Что значит не уважаешь зрителей? Так, чего? Дрон Дикхер, она даст. Ну что, сейчас есть? Давайте перемотаю все. Вот вы тут мне написали комментарии. Есть эхо? Эхо сильное. Так, тогда минутку. Наверное, из-за... Ну, сейчас есть эхо. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Ну,
скажите, есть эхо? Раз, 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 два, 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 три, три, три. Есть эхо? Есть. К сожалению, есть. Сейчас, подождите. Раз, 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 два, два, два. Сейчас есть эхо. Есть эхо, есть эхо. Есть. А теперь есть эхо. Раз, 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 два, два, два. Есть эхо, есть эхо. Раз, 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 два, два, два. Есть. Есть. Обрадуйтесь, что его нет. Так, сейчас подождите. Давайте так. Раз, 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 два, 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 три, три, три. Как вам? Эхо есть? Дима говорит, нет эха, чуть слабее, но есть. А сам, в принципе, терапию можно слушать. Немного. Да ладно, поехали. Переключаемся ставить железные столбы. Да, ставят. Есть эхо, да? Сейчас, одну минутку, я что-то, по-моему, тут раскопал. Где, в чем причина. Сейчас мы изменим вот на это. Раз, 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 два, 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 три, три, три. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик. Может, перезагрузка? Не, если перезагрузка, все пропадет сейчас. А сейчас отлично, да, говорит? Четко. А, вот, вот, есть эхо. Как найти, говорит, есть эхо. Раз, два, три, четыре, пять. Перфект. Уже нет. Идеально. Вот сейчас все отлично. Сейчас надо запомнить, что там было. Одну минутку. Друзья. Угу. Все отлично. Запомнили. Так, на чем мы остановились-то? Все отлично, короче. Ладно, давайте. Поехали дальше. Так. С наушниками слушайте, говорит. Вот, слушайте наушники. Так, перфект, супер, все отлично. Все, хватит, друзья. Так, давайте остановимся. Адам Грузинский. Аслан, у Путина есть антидот от вируса. Ему бояться нечего. А тот факт, что он забился в бункер, наводит на мысль, что Пу испугался прорыва БПЛ США, с которым совпало падение 2 самолетов Российской Федерации. Совпадение? Я думаю тоже, конечно, я тоже думаю, что у Путина есть антидот, потому что они его и запустили, вот этот коронавирус. Так, давайте я хотел сделать одно обращение. Одно очень важное обращение. По WhatsApp я получил видео. Вы, наверное, тоже это видео видели. Тут человек, ну, наверное, видели вы такое видео. Вот это видео. Ну, здесь все равно звук очень слабый, и я бы хотел рассказать, что он тут говорит, этот молодой человек. Нам рассказывает, и Адам Грузинский, и мне будет у тебя просьба вот обрезать это видео и отдельно сделать по поводу Башкортостан, Шакшан, как он называет этот город или населенный пункт, Республика Башкортостан, Шакшан, ФКУ ИК-3 и ФКУ ИК-5. Строгий режим оба. Там в тяжелейших условиях находятся наши люди. Дагестанцы, ингуши, чеченцы в тяжелейшем условии пребывают.
их избивают, постоянно вымогают у них деньги. Письма, которые они оттуда пишут, рвут. Молиться запрещается. Активисты, те, кто сотрудничает с администрацией тюрьмы, постоянно их унижают, оскорбляют, избивают. Короче, в тяжелейшем состоянии находятся. По национальному признаку и по религиозному признаку этих людей очень сильно дискриминируют. Прошу все правозащитные организации, обращаюсь ко всем, и они обращаются. ФКУ ИК-3 и ФКУ ИК-9. Оба строгий режим, Республика Башкортостан, Шакшан. Прошу обратить внимание, в тяжелейшем условии находятся люди, в тяжелейшем условии. Человек просит помощи. Призываю всех неравнодушных людей обратиться и писать письма по этому поводу, призывать все ответственные органы за положение вещей, обратить на это внимание. К сожалению, этот человек там не указывает фамилии, кто непосредственно занимается, и не указана фамилия начальников этих тюрем. Вот прошу всех обратить на это внимание, прошу всех привлечь к этому внимание. Мы знаем, я лично знаю, какая ситуация в этих тюрьмах. Да, это очень плохое место. И ничего со времен ГУЛАГа там не изменилось. Прошу еще раз всех распространить это видео. Обрежь, пожалуйста, Адам. И его надо будет как можно максимум распространить. Привлечь внимание. Башкортостан, Шакшан, ФКУ ИК-3, ФКУ, исправительная колония номер 3 и 9. Не в человеческих условиях люди находятся. Так, пойдемте дальше. Так, господа, ставьте лайки и ставьте, господа, лайки. И господа, и дамы, говорит. Так, New Horizons. Странно, говорят, что США просила помощь от коронавируса. Но это неправда, это уже обсуждено. Вчера Путин по ТВ сказал, что не будет помощи от государства малым и средним бизнесам. Никому он не будет оказывать помощь. Все выкручиваются сами. Царь, он неприкосновенен, к нему никаких вопросов не должно быть. Все остальные выкручиваются сами. Пожалуйста, занимайтесь. И я обращаюсь тоже к чеченцам. У кого есть там, заводите кур, заводите коров, барашков, сажайте все. Потому что этот год будет лето нормально, еще продержимся, а дальше будет все труднее. Поэтому надо всячески попробовать пережить это время. Так, давайте дальше. Да, это на России говорят, да, так они любят говорить. Так, класс Дакуня. Ичкерия плюс Украина плюс Грузия равно Рашка капут. Да, только вот Рашки капут делают американцы. При всей нашей мощи ичкерийской, украинской, грузинской, Рашки капут все-таки делают американцы по большей части. За что им огромное спасибо. Хоть они делают не ради нас, все равно спасибо. Так, лунный свет. Тюрьма в России — это потеря здоровья, это гепатит, туберкулез, в общем сокращение жизни. Абсолютно верно, абсолютно согласен. Джахар Дудай, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Реалити. Ламберг, Беларусь. New Horizon, 5 лет на Российской Федерации, будущее голодные будут. 5 лет, я уже скоро, вот, это осень и зима, которая следующая, которая будет, предстоящая, уже будут проблемы. А если не будет денег, неважно, у людей же нет огородов. Сейчас в основном население все урбанизировано, все живут в городах. И также будет продолжаться
ну, если нет у тебя огородов, надо же на что-то выживать. Так, Сикт. В мире идет масштабное оздоровление экономики. Косят вирусом больных и стариков-пенсионеров. Смута закончится не скоро, так что держитесь. Косят, не косят, ну, болезнь косит. Анзорину не переживем. Свергать надо путинскую банду к чертовой матери, объединившись всем. Переживем. Ставьте лайки, господа и дамочки. Несущий мир. Аслан, как здоровье Закаева? Пока так же, но болеет, пока болеет. Мы живем, мы выживем и голод, иншаллах, да, Алмулlah, Дух свободы. Но мы, живущие Европы, обязаны будем всем чеченцам, которые там находятся, помогать. Я думаю, это нам будет нетрудно делать. Каждый, если будет по чуть-чуть отправлять денег родственникам, друзьям, я думаю, мы неплохо справимся с этой напастью, да, Алмулlah. Так, на СССР были голодные очереди, да? Да. Были и будут. Михаил Барсук, если Путин будет и так дальше в подвале сидеть, то точно урожая не будет осенью. Так, к нам грузин пожаловал. Салам, братьям Кавказа, Кавказ свободный. Салам, грузин, Камаджова Генацуаля. Салам, Грузия. Говорит Джохар Дудаев. Фриман антипутинист. Если бы Путина допросили о сбитом Боинге в каком-нибудь замоскворецком роде, то явка с пуповиной была бы написана минут через 15. Да, совершенно верно. Да. Как найти? Я тебя попрошу не материться здесь. Не забываем, что ты Нохче. И тебя читают и смотрят тоже Нохче. Так, говорят чеченский Аллах маршал дуэль Мосу Гусална. Амин, я Аллах, амин. Сулейман Мамедов, Аслан, мне понравилось, как врачи сказали Борису, дышите дальше, дышите, дальше дышите. Да, самое сложное в этом коронавирусе, как тут нам рассказывают, объясняют уже люди, которые переболели, это те люди, когда это касается легких, и ты начинаешь задыхаться, и буквально быстро человек умирает. И они, видимо, поинтересовались, дышать можете, у вас проблем с дыханием нет? Нет, ну все отлично, болейте дальше. Вот, потому что ситуация очень сложная. И тут было видео, американские врачи там просто молят Бога. Представьте, что сейчас видят врачи. Мы этого всего не видим, мы в карантине сидим дома, мы всего этого не видим. Каждый день им приходится выбирать, кому давать жизнь, а кому дать умереть. Это психологически очень тяжело. А потом ты сам можешь заразиться постоянно, и эти люди знают, что они умирают, и ты им ничем не можешь помочь, их в большом количестве тебе привозят, потом эти трупы, и это очень, очень трудно, психологически очень трудно. Честь и хвала всем врачам, которые сейчас стоят на страже нашего здоровья, нашей жизни. Так, Хасан, тварь Путин заставлял утилизировать импортный товар, теперь опять помощь просит, ублюдки, пусть свои фекалии хавают, тварь конченая. Так, да, они, это только начало, они сейчас будут открыто просить помощи. Так, Чингисхан, для информации, Кремль не будет праздновать 9 мая.
Адюдовлетук, Астана из Чечни, приходит сообщение, что Кадыров у Кадырки панический страх. Он запретил распространение в соцсетях все, что связано с COVID-19. Да, буквально перед вот этим эфиром мне мой друг прислал голосовые, где они там говорят, чтобы ни в коем случае не произносили не связанные вот с этим коронавирусом ситуацию. Не знаю, насколько это соответствует действительности. Просто когда вот сейчас недавно был случай, когда избили вот они парня какого-то молодого, они пинают там ногами, потом прошелся такой слух, тоже голосовое сообщение было, что тех, кто его там пинали, сняли с работы, там что-то еще сделали. А потом Кадыров сам выступил, говорит, я его еще поощрю, я там туда-сюда накажу тех, кто выходит без масок, там выходит там на улицу и так далее, нарушает карантин и так далее. Поэтому не знаю, насколько это правдоподобно, насколько правда. Там, еще там я слышал информацию, что там 4 миллиона что ли, или какие-то суммы, штраф будет, большой штраф будет, кто раскидывает. Но это может быть такая вот утка, может просто запугивание, ну и так далее. Но исходя из того, что ситуация очень критическая, Кадыров сейчас будет всячески пытаться держать под контролем. И нам просто нужно постараться сохраниться аккуратненько, пока ситуация накалится в самой России. А когда ситуация накалится в самой России, в этот момент кадыровцы будут брошены на помощь Путину. Они должны будут в первую очередь его держать, охранять там и так далее. Его там близких, там много ж кого надо будет охранять, там не один же Путин. Путин это главное вип-персона, а есть еще другие люди. И вот тогда вот такую ситуацию можно будет уже заявить нам о своих правах. Мы только наблюдаем ночью. Мы записываем и наблюдаем. И все, мы воевали. Мы положили 30% своего народа, когда русские, мы за русских тоже воевали. Вот тут русский мне высказывал недовольство, что я на его языке разговариваю. Мы за его права боролись, в том числе за его русский народ права боролись. Но русские ничего не сделали. 10 человек с плакатами вышли. Честь и хвала этим 10 человекам в этом море безразличия, преступного безразличия. 10 человек это герои на самом деле. Но остальные не заслуживают, они не хотят ни свободы, ничего. Им свои цепи дороже. Ну, теперь пускай они повоюют, пускай посмотрим, как их будет Путин расстреливать. Путин уже дал разрешение расстреливать там и так далее, и так далее. Так. Так, поехали дальше. Аслан, видео Цана Остамир Бехцуналайцы Вистхана Эттубала. Кадыров написал, что поощрить того, кто дал пинки молодому парню. Да, как раз я об этом только сейчас вспоминал, он сказал, да, по поводу вот этого парня, которого избивали. Сразу же, благодаря тому, что сейчас 21 век на дворе, у нас интернет, сразу же стали известны фамилии, имена тех героев, кадыровцев, которые били парня, просто ему отвешивали там, били его ногой сзади, просто унизить человека, просто это надо так выделиться. Ну, я скажу, что вот вы эти пинки получите обратно. Вот. Как только ситуация изменится, вы уже известные, вы эти пинки получите обратно, без сомнения. Да, вы молодцы, заслужили. Так что, на самом деле, нам надо всячески, все, кто находится дома, всячески скрывать свое мнение, всячески не попадать под жернова. Задача просто сохраниться. Заложники, вы чеченцы, все, кто находится в Чечне, они заложники.
Ваша задача просто сохраниться, вам ничего больше делать не надо. Ваша задача, дигду, мегаду, все. Ну и записывать, раз, вошь. То, что... Так. Так. Мухаммед технологии инновационно. Мои знакомые самозанятые уже получили по 9 тысяч евро компенсацию, хотя работают как и раньше без простоя. Бонн, Германия. То же самое могу сказать я про Гамбург. Мои знакомые, не знаю, получили или нет, но им начислили 8 тысяч евро. Анзор Вино, Кадыркины сами без масок ходят, мерзкие лицемеры. Анзор Вино, это же хорошо, что они ходят. Ты понимаешь, что эти люди, которые ходят без масок, они заразятся. Это реально, при всем при том, что нам не нравится, что кадыровцы там или русские оккупационные силы нам говорят по домам сидеть и так далее, это на самом деле необходимая мера. На самом деле мы все должны сидеть дома, мы все должны постоянно мыть руки. Даже если сидишь дома, постоянно мыть руки, постоянно, тщательно, с мылом, как следует мыть руки. Постоянно. Андрей Сокол, как вы считаете, сколько продлится нефтяная битва? Я считаю, что нефтяная битва продлится до тех пор, пока Россия не будет повержена. Полностью. Сейчас Саудовская Аравия все российские рынки сбыта пытается занять. И в принципе занимает. Она по цене опустила и продает. Потому что у саудитов цена намного меньше, добыча намного меньше. И они могут себе позволить. Даже в ущерб свой, там, они минус могут продавать эту нефть, чтобы занять этот рынок, русский рынок. И это все, это хана. Даже если она будет 100 евро стоить, 100 долларов будет стоить, при всем при этом ее некуда сбыть, никто ее не покупает, то толк от нее. Будет она в резервуарах храниться и все. Так, Фриман антипутинизм. Если у русского спросить, что он больше любит, Путина или водку, то он зависит. Да, он Путинку любит. Аслан Лорс, сухие кашли еще, держимся, все пройдет. Дал Уля Юэль Лорс, дал Маршал Дуэль. Я так понимаю, мы все переболеем этим коронавирусом, но другое дело, мы оттянуть должны, чтобы нами могли заниматься врачи в случае необходимости, в случае осложнения. А так-то люди, в принципе, должны выжить. Так, Анзорино это глушилки, говорит. Так. Говорит чеченский. Да Кадыров не о народе беспокоится, он больше за Конституцию России, матушки беспокоится. А Кадыров беспокоится в первую очередь для того, чтобы в Чечне было все спокойно. Если в Чечне спокойно, значит это результат. И у Путина, у других возникает вопрос, русские как огня боятся, что мы опять сейчас встанем. И вот те потери, те силы, которые они затратили, все их рушится. Единственное достижение русских, которые они большой кровью добились, это как бы присоединение Чечни в России, что вот сейчас там все спокойно. И это ставится в заслугу Кадырова. И Кадыров это понимает, и вот поэтому постоянно пытается нас запугивать, постоянно нам угрожает, постоянно там закопать, убить там и так далее. Ну такие
вещи. Он говорит, это единственная заслуга Кадырова. Как только начнутся волнения, все, в Кадырове нужды нет, по факту. И тогда Кадырова сместят. Но если смещают Кадырова, и опять же, это не значит, что это для нас хорошо. Это мы должны понять. Сместить Кадырова и прислать какого-нибудь там желтые штаны, этот как его, Алаудинова или еще кого-то, нам от этого не холодно, не жарко. Алаудинов такой же убийца, такой же преступник, такой же предатель Родины. Для нас какая разница? 10 человек он убил или 1000 человек убил, невинных людей, он своего народа в угоду русским. Какая нам разница от этого? Поэтому наша задача просто сохраниться. Сейчас вот этот статус-кво нам нужно сохранить до какой степени, пока русские не поднимутся и не начнут расшатывать вот эту свою путинскую власть. И в конце концов будут их привлекать. И наша задача остаться в живых. И все. Остаться в живых, и после этого восстановить свою государственность, избрать власть и так далее, и так далее. К этому мы скоро придем. Это быстро сейчас все произойдет. Год, 2, 3 это максимум здесь время. Этот год это может произойти, это может произойти следующий год. Но это обязательно в ближайшее время уже произойдет. С Путиным вообще вопрос решен. Все. Вопрос с Путиным закрыт. Как только Путин начал угрожать еще там поставить раком через Кадырова, радиоактивный пепел там превратить и так далее, тогда еще посматривали, что-то там, можно еще там что-то поймет человек. Все, уже вопрос с ним уже закрыт. Путина будут сливать. И вокруг генералитет тоже понимает, он понимает, что вот эта вся власть, вот эта их Россия, она вся тоже в тартарары летит. И они будут сейчас охоту на Путина устраивать. А для того, чтобы Путина свергнуть, его надо физически сперва обнаружить, а потом уничтожить. Во-первых, его физически очень сейчас сложно будет обнаружить, потому что он будет перемещаться, да, и в большой секрете держать. Потому что носитель власти, признанный носитель власти, хоть он незаконный с моей точки зрения, и с юридической точки зрения, на сегодняшний день является Путин. И он является официальным представителем России, главой России. И пока его не уничтожить, может появиться, например, какой-нибудь Бортников или какой-нибудь другой какой-нибудь генерал и скажет, теперь я власть. А где-нибудь сидит Путин и говорит, не, стоп, я президент, мне должны подчиняться. И все. И тот уже вся, его легитимность теряется, и за ним уже сил нет. Тому генералу очень большие людские силы нужны, народ нужен, миллионы людей нужно и так далее, и так далее. Очень интересные нас события ждут, и это произойдет обязательно. Путина будут свергать, свои же будут свергать, потому что они не могут погибнуть вместе с Путиным, потерять все свои миллиарды, все свои миллионы. Плюс еще надо учитывать, что есть русские на самом деле болеют не только ради денег, а болеют за свою страну, которые не имперцы, которые готовы дать. Есть другой момент. Русские при царе нас кинули, при коммунистах нас кинули, при демократах нас кинули. И тоже обещали нам свободу. И сейчас получится, опять могут кинуть. Поэтому мы не верим русским. Никогда не поверим. Все, мы верим только делам. Будут дела, все, а слова, конечно, красивые слова хорошо, но мы им не верим. Так, Фриман антипутинец. Заходит как-то Путин в бар и говорит, 7 пива за счет заведения. Лечит, если осетины перестанут снабжать Россию водкой, то революция обеспечена. Короче, тогда все дело в саудитах и в осетинах. Саудиты падают нефть, осетины прекращают продавать водку, и все. Аслан Умай, я не буду в стороне, я еще должен дом лорда захватить. Понятно. Так, Сулейман Мамедов. Аслан, а был криминальный авторитет Хоза чеченец, который навалял пинки Путину 90-е? Да, был такой, и Путин его убил. Путин или кто-то его убил. Был Хоза Сулейманов такой был.
Джохар Дудаев, очень-очень мало героев на 140 миллионов в Россию. Да, это правда. Радикал Фейс, Аслам алейкум. Вахабит олна иру вирцалилдо аль вахабит аль тепечатто насун. Вахабит аль цеолна цму отношению аль эту хигвариха. Ва алейкум салам. Радикал Фейс, а для чего тебе надо знать, как я отношусь, например, к этому, к вахабитам? Вахабит, ну ладно, я, может быть, ты провокатор просто, потому что много ко мне заходит провокаторов, но я тебе отвечу на этот вопрос. Асацидох конвирт, хаджи вирда, я это, пока я в этом разбираюсь, да, хаджи вирда усо, сада, санана, но я не считаю, что сегодняшняя ситуация, она заслуживает доверия, как вахабиты не заслуживают доверия, которым меня тоже можно причислить, асвирцадока, и которые и зикр дешвол, и хаджта дюйчхазишн, я сейчас по-русски буду говорить, как они про Киши Хадж говорят, про других наших ученых говорят, что он где-то там ходит, он еще живой, ничего живого, он там более 150 лет не живет в наше время, а он уже 200-300 лет живой, ну и так далее, сказки. Очень много, сильно сказки распространяются. Точно так же и среди ваххабизма, так называемого, есть эти сказки. Точно так же. И я вот не знаю, я верующий человек, я верю в единого Бога и в Мухаммеда пророка. Вот я считаю так. А мое отношение, какое бы было, сегодня мне вот звонил такой парень, со мной вышел на связь, вот можно отнести его к ваххабитам. И мы с ним говорили, ему нужна помощь. И я пытаюсь всячески помочь. Таким ваххабитам, про которых ты говоришь, я очень много помог. И мне без разницы, был бы это ваххабит, был бы это атеист, я помог бы ему. Ему нужна юридическая помощь, я буду ему помогать. Вы, вот ты, например, такие, ну, может, не ты, делите нас. Ну, если он так исповедует свою религию, это так исповедует. Исповедуйте, если вы мусульмане, если одного Бога, какие противоречия к вам могут быть, кроме там каких-нибудь только научных, теоретических каких-нибудь вопросах. Сядьте, обсудите и все. Не надо никого делить. Ты за этих, я за тех. Так что вот такие вот дела. Пойдемте дальше. Путин легду китайский, говорит Ясер чеченец. Так, Фриман антипутинизм. Владимир Владимирович, может, хватит, уже 20 лет ведете нас куда-то. Да, пожалуй, хватит, пойдем теперь назад. Пойдем теперь назад, говорит. Ватсана Вирдябу, Ламбергу. Горе чеченский, да, ты православ. Так, беспартийные. Ламберг, мы беспартийные. Так, давайте чуть-чуть перемотаем, пойдемте дальше. Так, пойдемте дальше. Клянусь Аллахом, они наговаривают на наших шейхов. Он говорит, Ламберг, клянусь Аллахом, Ламберг, я не знаю, какие ваши шейхи. Давайте сейчас не будем уходить в религию и не будем вот это сейчас, давайте молитесь, как вы хотите. Давайте вы будете делать то, что вы считаете нужным, и не мешать. Давайте ваша свобода будет ограничиваться там, где начинается свобода другого человека. Не мешайте ему молиться так. Я так считаю, он так считает. Например, мой отец считает так, я считаю так. И мне это нисколько не мешает любить и уважать своего отца, свою маму. Что еще? Говорит, ты сейчас говоришь, там, наговаривать на наших шейхов. Кто ваши шейхи? Я не знаю ваших шейхов.
У тебя есть шейхи, ты знаешь там, чеченского шейха, который изучал все. Мы берем какие-то книги, которые переведены на русский. И на русском языке нам кто-то это преподносит, и мы готовы убивать друг друга, ненавидеть друг друга, уничтожить наше государство. Только лишь потому, что на русском языке нам какую-то книгу кто-то нам прочитал, или перевел, и мы ее зачитываем. Такой вопрос, что здесь? И с этой стороны много-много спорных вопросов. Я знаю, что среди сегодняшних ваххабитов огромное количество агентуры. Это я со всей ответственностью заявляю. Я в материалах уголовного дела это все видел. Я знаю, что они есть. Также я знаю, что духовное управление мусульман, ДУМ так называемый, российский, там один агент на агенте сидит, агента погоняет. И что мне теперь? Куда мне обратиться? От ДУМа мне убежать, потому что там много, и броситься в объятия ваххабистским из той же конторы, из других кабинетов. И там мне, зачем мне это нужно? Я лучше послушаю, почитаю, приду к какому-то выводу. Есть чеченцы, очень образованные в религиозном плане, которые золотую середину выбирают. Давайте вот на это будем смотреть. Там разберемся. Так, Адам Грузинский. Аслан, ты меня удивил, ты же наш салафит, получается. Удивлять — это мое второе имя, Адам Грузинский. Маждада, когда в Сирии движуха была, флаг Ичкерии был тагутским. Как только везде прижали, все за него спрятались. Тоже совершенно верно, Маждад. Абсолютно согласен с тобой. Волка нельзя, это нельзя, то нельзя. Это все было и есть. Но молитесь как хотите. Оставьте наше государство. Религия и государство должны быть отделены. Давайте не революционным способом кому-то приходить. Мы не можем революционно, потому что у нас даже нету революционных лидеров, которые специалисты в этой области, религиозные имеется в виду. Давайте мы потихонечку придем. К чему мы приходим. Например, мы проводим митинги. Появляется какой-нибудь поп, чуть не назвал его, какой-нибудь саудовский, какой мулла, и говорит, все, митинги тагут, все это нельзя, это запрещено. И все, нельзя на митинги. И почему-то с таким совпадением именно это выгодно русским. Именно это Путину и КГБ, ФСБ выгодно. Как тогда получается? Поэтому надо разбираться. По поводу вот этих вирдов и так далее. Это же тоже святейшие люди были. Вот эти все наши устазы, это были очень образованные, очень грамотные люди. Именно в религиозном, теологи они были. И их кого убили, кого сослали, и там погибли эти люди. А потом их последователи внедряли туда свою агентуру, и теперь уже из этого сделали такой культ. И ты какого вирда, ты какого это, и уже это просто такое наименование только. Хотя это же все идет от Корана, от одной книги мы все вот наша религия от одной книги исходит. Нет, нам начинают это все подменять. Не, так нельзя. Каждый должен разобраться сперва для себя, вырастить ученых, компьютерщиков, юристов, экономистов, религиозных разных, вырастить и обращайся. Да вот он рассказывает, вот мы считаем, что вот это правильно, вот это так-то, вот это так-то. Это очень сложная тема, в которой я на самом деле не силен, много раз об этом говорил, но у меня есть здравый смысл и есть знания, которые я знаю, насколько Россия проникла в религиозном плане против нас. Мы должны защищаться как-то, хоть как-то мы должны, или должны на поводу пойти. Вот я опустил бороду, джазакаллаху хайру там и так далее. Все, он это сказал, он самый святой человек. Но это глупо вот так вестись на эти вещи. Так. Ассаламу алейкум, брат из казахских степей, говорит. Алейкум салам, Казахстан, приветствую, братья казахстанцы. Так.
Маждад, аслам баракаллаху фикум, мерси. Да, из дука, баракаллаху, но надо сказать баракаллаху фикум. Если ты говоришь баракаллаху фикум, то это круче, чем просто сказать баркал. Или, например, данкишон по-немецки, или спасибо по-русски, или дякую по-украински. Ну вот, если ты это по-арабски сказал, все это круто. Ну, не знаю, короче. У ваххабитов и кадыровцев одна контора. Маждадов, я полностью с тобой согласен. Вот чем я не согласен, чтобы у ваххабитов были управляющие. А в религию искать истину, это каждый человек должен, обязан, если он хочет это. Ищи, пожалуйста. Ищи правду, ищи чистоту. Ты перед Богом. Бог же говорит, не как в христианстве, через церковь обращаться. Ты можешь напрямую к Богу обратиться. Сидя дома, ты можешь обращаться к Богу. Ислам это именно так и говорит, и приветствуется. И обращайся к Богу, ищи истину, и познаешь ее. Но это не надо за счет других, опустив других. Например, зикр делают. У этого зикра есть свои какие-то корни, исконные, там, какая-то причина на это есть. Люди в это верят, люди это уважают, мои родители это уважают. И теперь я, из-за того, что я считаю, что это неправильно, мне кто-то там сказал это, да, или я не смог найти объяснение этого, я говорю, ты не прав своим родителям, вы не правы, вы коммунисты, вы неправильно делаете. Ну, и как получается? Я, который вчера только родился, и человек, который там, мой отец, он, значит, я хочу сказать, что я больше в него в религии разбираюсь там и так далее, потому что я прочитал там 2 книжки вот таких, 2 брошюрки, даже не книжки, брошюрки прочитал, и все, я все знаю. Нет, это не так. Если люди зикр делают, мы должны уважать этот зикр. И если ты мусульманин, ты должен уважать. А если тебе это не нравится, у тебя есть обоснование этому, найди в Коране это, найди это. И спокойно, часами, неделями, месяцами, годами доказывай, что это не так. А сделать ролик, как они танцуют, и наложить какой-нибудь рок, музыку, что иногда смешно. Я сам иногда смеялся над этим. Но это же неправильно. Вау, как мы их этих там, хаджи мурид там, такой мурид там и так далее, и так далее. Нет, так нельзя. Так нельзя. Так. Надо вести беседу через доводы. Да, совершенно верно. Надо доказывать. Надо доказывать. Аду Давлетук, я тоже не принадлежу ни к какой секте. Я мусульманин и гражданин ЧРИ. Абсолютно с тобой согласен. Я мусульманин. И все, этим все сказано. И гражданин чеченской. У меня единственное мое гражданство это ЧРИ. Паспорт у меня есть. Могу его вам даже показать. Вот мой паспорт. Паспорт ЧРИ. Так, подождите. Видно? Вот мой паспорт. Так что вот такие вот дела, господа. Ответь на мой вопрос, говорит Ибрагим. Ибрагим, какой у тебя был вопрос? Знаешь, сейчас очень... Ибрагим, если поп поддерживает власть Саудии, значит он сомнительный поп. Ну, тоже, мы не знаем всех сложностей в Саудии, что у них там творится. Мы знаем, что то, что стало достоянием, известно, достояние общественности,
Коронапринц убил своего критика-журналиста, Хашоги был такой журналист. Убил, расчленили его охрана расчленила. Но сейчас говорят, что Коронапринц в этом как бы не замешан. Я делаю выводы, что это за Коронапринц. И что это за охрана, что это за мусульмане, которые убивают вот так людей, расчленяют его, и куда-то тело потом исчезает. Все, для меня, как для человека, для меня это большое значение имеет. Убить, расчленить человека, например, та Америка, которую все там ругают, те ваххабисты, которых называют, которые ругают. Например, Дональд Трамп у себя там где-то не может замочить и расчленить человека. Например, Барак Обама, тоже никого я не слышал, чтобы он вот так расчленял и делал. Хотя там где-то воюют и Иордания, где-то там Саудовская Аравия тоже воюет против своих противников и так далее. Все это так сложно и так противоречиво, неоднозначно, что нам это не нужно. Нам нужно свое государство освободить. Нам нужно объяснить нашему народу, что мы один народ, мы граждане одной страны. Мы должны сохраниться, мы должны выжить, наказать преступников, назвать всех виновных в наших бедах, получить образование новое, сформировать свое мощное правовое демократическое государство, где будут все защищены. И иудеи, и христиане, и мусульмане будут иметь равные права, никто не будет ущемлен. Так жили во времена пророка, так же жили. Он сам ходил, кормил еврея, который не был мусульманином, иудеем он, видимо, был, кормил слепого иудея, который его еще ругал. Вот почему мы этот случай не видим, а говорим, вот всех надо там победить. Никого вот сидят, просто пишут, как агенты пишут, специально вот нас баламутят. Ну, есть такие эти. Опять мы возвращаемся на эту религиозную тему, которая, она скользкая, сложная, ее надо оставить отдельно. Этими вопросами заниматься должны специалисты, свободные специалисты, которые находятся признают свое государство и являются гражданами Чеченской Республики, которые контролируют государством, чеченским государством, независимым, свободным чеченским государством. Вот таким муллам я буду верить. Вот эти муллы будут заинтересованы для того, чтобы наше государство не стало чьей-то игрушкой в руках. Понимаете? Мы говорим там русские спецслужбы, но есть и пакистанские спецслужбы, которые там с талибами заигрывают, которые их финансируют. И у нас там где-то что-то там делают. Еще много что есть. Не все ж так просто, правильно? Дима Бимбан, приветствую, Дим. Да, именно разными внешними атрибутами всякие злодеи подменяют суть вещей. Абсолютно верно, абсолютно верно. Арабы, Мождада говорит, арабы, с кем я общаюсь, гашиш виждябу. Да, у нас, как только вот в Сирии началась вот война, я когда только сюда приехал, перед мечетью, ну где еще может собираться, да, мусульманин, перед мечетью арабы вот толпами просто торговали вот этим гашишом, вот этой продавали, вот так кучками стоят. Вот, видишь, мне показывают, смотри, эти торгуют, эти. А до этого перед мечетью-то зачем, елки-палки? Вот тебе и арабы. Так, Узелдой говорит, Амзарга Деврейсулда, законный паспорт, да. Так, он социал тут ругается. В исламе нет принуждения. И суфи мусульмане, и ахли-сунна мусульмане, и чеченцы, и ингуши, вайнахи. Пан Цивиле. Да, в исламе нет принуждения, это четко сказано, четко разъяснили нам, все, нет принуждения.
Не хочет, но все, живи, наслаждайся. Как ты хочешь. Ибрагим Аслан, помимо тебя есть такие же разумные чеченцы, или же они все за границей? Есть, конечно, но я не знаю, дома есть или нет, я ни с кем контакт не поддерживаю дома. Ну, все, много таких людей, меня очень много людей поддерживают, именно много людей меня поддерживают, много людей меня понимают. Так. Сулейман Мухаммед, Аслан, Беркан Яшар, он чеченец, который живет в Турции. Да, мне кажется, если я правильно понимаю, этот, который там про Дудаева сейчас что-то пишет, это провокатор, если я не ошибаюсь, если мы о том человеке говорим. Если мы о нем говорим. Так. Вражки все религии под ФСБ, лунный свет. Абсолютно верно. И христианство точно так же, и иудаизм точно так же. Все находится под контролем, без сомнения. Чечня не Россия. Дэвис Кузабол и Бусол Беш Сабахан Ацеля Лилда Хелш Белер Аллах Сацел Духов Дерцен Да Хелш. Маждад, ислам религия добра, а не оружие пропаганды. Абсолютно верно, Маждад, абсолютно. Мы должны ислам показать красивым, хорошим, добрым, какой он есть на самом деле. Что мы наоборот, мы везде хотим подчеркнуть, я мусульманин. О, все, тебе нельзя это говорить, тебе нельзя то делать. Но мы сами отделяем людей, мы отвергаем от себя. Наоборот, если ты хочешь показать, ты же должен красиво показать. Ты должен показать, какая прекрасная у нас религия, если ты там желаешь ему чего-то хорошего. Вот так, в принципе, так, короче, мы должны прийти к пониманию. И у нас, у чеченцев, это же хорошо получалось. Мы жили в Советском Союзе. При всех трудностях мы оставались чеченцами, мусульманами, доносили нашу культуру, нашу религию. А религия – это часть нашей культуры. Это наша самобытность, это наша часть наша, часть чеченцев. Нет такого, что... Но все мусульмане чеченцы, правильно? Есть в Грузии часть чеченцев, они там христиане, батбийцы, по-моему. А остальные все мусульмане. И у нас культура, все построено на этом. И мы всегда со всеми находили общий язык. Мы всегда уважали другие религии. Мы с нами, евреи жили в Грозном. Были самые близкие нам люди. Хотя нас посадили специально, чтобы рядом вселили в Грозном. Чтобы мы там ругались и там друг друга ненавидели. У нас нет никаких ни с кем проблем. И не может быть по определению. Потому что наша религия, нет принуждения. Уважения ко всем. Так, Хамзат Гила, я тебя тоже поддерживаю. Я резко, Хамзат. Фриман антипутинист. В России чтут царя и кнут. Это надо взять на вооружение. В России чтут царя и кнут. Так. Аслан, я тоже тебя поддерживаю. Так. Радикал Фейс. Аслан, сун мюлх нох чемек шух вирк долш вала ваца даже безбожник вала стюнсбех тахи руксо. Главное, что хайдин малил ди бош сун коч цехчан. Хан масухуман собех хивеш. Нет, не спора, конечно, никто тебя не будет обвинять, если ты не будешь никому это навязывать. Да, и губу, и тоже есть, согласен, тоже говорят, иногда перегибают палку, говорят, ну и как с этой стороны говорят. Поэтому, видишь, ты себе сделал радикальное лицо, ты себе это взял, ник взял. Но зачем ты так пишешь? Ты же не радикал, ты говоришь, ты даже безбожником ты готов. Если он тебя не трогает, ты готов с ним сосуществовать. Он тебя устраивает. Зачем ты радикал фейс пишешь? Ну все. Нет, вот так и не должно быть проблем.
والله بالله وتعنوخ مدو والله دات ونقع قيسني ديقي هم دات ونقع تحدين موي تحدين مدوي تحموك موي تحموك موي إيش جيم مال حاجتنا ويو دا حاجة تشور حاجتنا وش شيء ما يحش مكر وين يقعويك هذا أقن نقول هذا وجوي ولا قديس ديري داجي دين تدينش موخت تدينش شيء ما يحش ولا تعبوش ولا وش نجيبه مكر دوين ودين تدينش вообще Войну раз это русские над нами делают это. Это делает это ФСБ, это КГБ, это самая грязная террористическая организация всех времен и народов. Запомните, нет у нас других врагов. Никогда не было у нас других врагов. Последние 300-400 лет, кроме царской, имперской, фашистской России, нет у нас врагов. Мы всегда найдем между собой язык, всегда найдем с грузинами, с христианами найдем язык. Будем уважать их культуру, их религию, их все мы будем уважать. То у нас осетины, с осетинами мы найдем общий язык, всегда найдем, со всеми мы найдем общий язык. Но кто у нас там? Казаки у нас живут, русские в конце концов, кто будет жить по соседству с нами. Про внутри я вообще не говорю, это все наше, за которое мы должны как за любого защищать и заступаться. Вот мы на тот уровень, на государственное мышление, государствообразующее у нас должно быть мышление. Только от этого мы можем уже исходить. Молись так, молись так. Потом мы только сможем прийти к чему-то. Вот после этого у нас все появится. До сегодняшний день все это ерунда. Все, что мы сейчас обсуждаем, ты не так молишься, ты не так руки положил. Я, например, так руки клал. Я учился в исламском университете перед войной. Я несколько месяцев успел проучиться в Грозненском исламском университете. Вот так руки надо держать, потом надо вот так руки поставить. Два пальца вот здесь должно быть. Наклоняешься, так руки держать. И вот эти все вещи начинают тебя сбивать. Хотя и так это разрешено. Но если ты так сделаешь, все, ты типа неправильный. Если ты вот так поднял руки, это неправильно. Вот так поднял, правильно. Вообще не поднял, вот и все, ты уже плохой, короче. Это же бред просто. Задумайтесь. Тебе умирать, радикал фейс. Тебе умирать, тебе перед Богом. Мне становиться перед Богом. Это же мое личное. Что я сделал, где я врал, где я грабил, убивал, плохое делал. За все мне отвечать. Где тебе отвечать? И все. Сановчи, мадувай. Я даже не понимаю, как мы вообще дошли до этого состояния. Ладно тогда. Мегардута. Всем всего хорошего. Всем всего хорошего. Время истекло наше. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Ассаламу алейкум. Адикёль, спокойной ночи. До свидания.